Центральная модельная библиотека города Болгар рада приветствовать вас. В 2020 году наша библиотека в рамках национального проекта «Культура» получила новый статус модельной библиотеки и была открыта после ремонта и модернизации. Модельная библиотека – это настоящий интеллектуальный и образовательный центр, сочетающий в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Обновленное библиотечное пространство дает максимум возможностей. Одной из них является оборудованные библиотеки специальной библиотечной зоны. Начнем с зоны обслуживания кинозал. Кинозал направлен на популяризацию литературного наследия российских и зарубежных писателей с помощью такого вида искусства, как кино. Хорошая экранизация дает возможность каждому еще раз прожить, прочувствовать то, что восхитило и тронуло человека в книге. С другой стороны, посмотрев экранизацию книги, многие стремятся ее перечитать. Кинозал – это не только зона просмотра фильмов, но и лекций, концертов и спектаклей. Образовательные и популярные фильмы, которые доступны в хорошем качестве. В распоряжении наших пользователей подборки на самые разные темы. Цикл «Книга в кадре» – это просмотр экранизированных литературных классических произведений. Цикл «Военно-исторический роман». Не видно демонстрацию экрана? Да. У нас видно. Сейчас не видно? Нет. А? Нет. У нас все видно. Мы на другом компьютере посмотрели. А на другом видно. Сейчас видно, коллеги? Нет, у нас не видно. Коллеги? Нет. Нет. Коллеги, сейчас тоже не видно? Нет. Давайте без презентации тогда. Не видно? Ладно, хорошо. Следующая зона обслуживания – игротека. Игротека в библиотеке завоевала большую популярность. Специальным образом организованное пространство оборудовано адаптированными спортивными играми, шафлборд, аэрохоккей, керлинг, мини, корнхолл. Все эти игры адаптированы для людей с инвалидностью и носят инклюзивный характер. Представленные игры самые разные, интересны как для взрослых, так и для детей.
детей, увлекательно проходят семейные игры. В игротеку можно приходить с друзьями, родственниками, знакомыми и даже незнакомыми. Ведь в игротеке вероятно знакомство с новыми увлекательными играми и с не менее интересными игроками. Здесь участники находят новых друзей, получают массу положительных эмоций. Далее идет зона обслуживания модельный планетарий, мобильный планетарий. Планетарий представляет собой большой надувной купол с комфортным пространством внутри и удобными сиденьями, а также оборудование и комплект фильмов. Здесь можно посмотреть обучающие фильмы о космосе, об окружающем мире, экологии. Формат позволяет буквально прикоснуться к проекции небесных тел, планет и звезд. Изображение выводится на внутренние стены по всему периметру, что позволяет полностью погрузиться в происходящее. Фильмы длятся от 4 до 40 минут в зависимости от тематики ролика и возраста посетителей. Следующая зона обслуживания – виртуальный концертный зал. Проект Всероссийский виртуальный концертный зал реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года. Это система онлайн-трансляции, позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления лучших артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Репертуар концертов разнообразен: симфоническая музыка, джазовые концерты, этномузыка, концерты для всей семьи, детские образовательные программы. Трансляции проходят в определенные дни согласно плану. Информацию о предстоящих концертах можно посмотреть в афише мероприятий, которые выкладываются на библиотечных аккаунтах «Читай Бога», в соцсети ВКонтакте, Телеграм и на сайте библиотеки. Новые зоны обслуживания вызывают неподдельный интерес горожан, как школьников, так и читателей других возрастов и занятий. Библиотека стала не просто проводником человека в информационном мире, а еще и местом неформального городского пространства, где люди проводят свободное время, местом встреч и самореализации, а также созданы условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому для общения с пользователями сотрудники библиотеки разработали новый нестандартный формат библиопривалы в различных тематических зонах: кинозал, виртуальный концертный зал, планетарий, игротек, учебно-образовательная зона, зона мастер-классов, зона детского чтения. На библиопривалах читаем, смотрим, играем и творим. Гости библиотеки не только открывают для себя новые пространства для общения, досуга и самообразования, а также участвуют в конкурсах, интеллектуальных играх и программах. Для читателей с детьми предоставлена возможность рисовать песком на световом столе. Это развивающая система, которая стимулирует творческие и интеллектуальные способности детей. На абонементе установлен аппаратный программный комплекс, который помогает посетителям с ОВЗ. В комплекс входит моноблок со специализированным программным обеспечением синтеза речи, электронный видеоувеличитель, лупа с подсветкой, специализированная клавиатура, радиосистема для слабослышащих. Главным показателем востребованности и популярности услуг модельной библиотеки являются результаты. Коллектив в 22 веке, количество массовых мероприятий, охват населения библиотечным обслуживанием. Посещения с 2019 года увеличились почти на 3000, число пользователей выросло на 255 человек, массовые мероприятия увеличились на 31 мероприятие. Благодаря национальному проекту «Культура» повысилось качество жизни жителей города Волгограда и Спасского района. Уже сейчас посетители изменили свое мнение о репутационной библиотеке и увидели новую библиотеку с комфортными условиями для проведения досуга, получения новых знаний, общения и, конечно же, для чтения печатных и электронных книг. У нас был опыт участия в проекте «Гений места». Приведу примеры значимых мероприятий, которые мы провели по направлению креативных индустрий в рамках проекта. В День российского предпринимателя в читальном зале Центральной модельной библиотеки города Волгоград прошла встреча для обмена опытом с крупными предпринимателями Татарстана и изучения интернет-маркетинга. Мероприятие стартовало с паблик «Толк», как создать успешный бизнес. Партнер и совладелец сети детей Айнур Камалиев и бизнес-вумен Наталья Гришкова, представитель Волгограда в защите прав предпринимателей, рассказали, как запустили свой бизнес, с какими трудностями столкнулись, как можно избежать подобных ошибок. Также предприниматели ответили на вопросы участников встречи. Затем началось практическое занятие Яндекс, Google, 2GIS как источник бесплатного трафика. Денис Холод, диджитал-эксперт, познакомил участников семинара со справочниками и поисковыми системами, рассказал, как они влияют на развитие бизнеса. Еще одной полезной встречей для будущих бизнесменов оказалась Open Talk «Инвестиции, как воплотить бизнес-идею».
в ходе которой участники узнали о том, как открыть бизнес, развить свою идею и привлекать инвестиции. Отдельно обсудили туристический бизнес и глэмпинги в городах Татарстана. Спикером выступил Донат Мухамедшин, предприниматель, основатель IT-компании «Книга» Кира Энтрок. Наши читатели приняли участие в конкурсе «Вене – это ты», и мы отправили 6 заявок претендентов на обучение в рамках проекта. К сожалению, финал они не прошли. С 2021 года Центральная модельная библиотека принимает участие в проекте «Пушкинская карта». Хотелось бы остановиться конкретно на мероприятии для юношеской аудитории. Для студентов Спасского техникума отраслевых технологий проведен хронограф «Проведи день с Пушкиным», приуроченный ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Молодым людям было предложено пройти путь студента-лицеиста, каким и был сам Пушкин, оценить выполнимость распорядка дня Императорского царско-сельского лицея в современных условиях. Участники успешно справились с заданием конкурса «Библиотека лицеистов», где, используя гаджеты, расшифровали литературные QR-коды и собрали свою библиотеку. Стали лингвистами в викторинах «Архаизм против сленга» и «Письмо другу». Примерили на себя образ дуэлянта в состязании к барьеру, а также смогли узнать больше интересных фактов о поэте и его эпохе. Также пользовалась популярностью интерактивных путешествий по самым читаемым книгам мира «Горячая десятка», которая состояла из нескольких частей. Первая часть – это медиа-гид по страницам захватывающих книг, которые читаются на одном дыхании. Вторая часть – дайджест любимых книг молодежи за последние годы. В третьей части мероприятия учащиеся разгадывали шарады и принимали участие в конкурсах. Не менее интересными были военно-патриотический квест «Наука побеждать», медиа-урок памяти «Сталинград. Пылающий костер», библиомикс «Наследие гения» по творчеству Булгакова, медиа-лекторий «Человек и природа», литературный дилижанс «Если очень захотеть, можно в космос полететь», брейн-ринг «Проверь свою дедукцию», экскурсии по фонду редких книг «Раритет под обложкой». Привлечение молодежи к краеведческим знаниям – одна из важнейших задач, состоящих сегодня перед библиотекой. Здесь наиболее наглядно видна просветительская направленность краеведческой деятельности, ведь именно в молодые годы происходит формирование жизненных принципов и интеллектуальных интересов. Для нашей молодежной аудитории в рамках краеведческой программы «Край Спасский, Родина моя» наиболее значимым был ежегодный поэтический онлайн-марафон «Поэтами воспетанный край родной», который был проведен 21 марта в Всемирный день поэзии. Участникам онлайн-марафона надо было прочитать стихотворения о Татарстане, в Спасском крае, на русском, татарском, чувашском и других родных языках, снять видео и разместить на своем аккаунте в соцсетях, либо на аккаунтах библиотек Спасского района. В марафоне приняли участие 152 человека. Ссылка на видео представлена на сайте Центральной модельной библиотеки. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. В этой дате студенты Спасского техникума отраслевых технологий стали участниками медиаурока «Учитель, который никогда не ставит двойки». Медиаурок посвящен профессии учителя и его яркому талантливому представителю Анвару Нурахметовичу Кузяхметову, нашему земляку, педагогу-новатору, доктору педагогических наук, профессору, заслуженному учителю Татарстана и Российской Федерации. Учитель с большой буквы Анвар Кузяхметов прошел очень интересный жизненный путь от учителя в сельской школе до профессора, академика. Участники познакомились с профессией учителя, плюсами и минусами педагогической деятельности, востребованностью учителя в современном обществе, а также профессиональным путем выдающегося педагога-земляка, который больше полувека занимается педагогикой, просветительством, много внимания уделяет инновациям и сохранению родного языка, поддерживает талантливую молодежь, помогает педагогам идти в ногу со временем. Наша библиотека приняла участие в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Заявленный проект военно-патриотический марафон «Военная книга на улице города» выиграл грант в размере 500 тысяч рублей и был реализован в апреле-мае 2023 года. 12 мая на площади перед Центральной модельной библиотекой провели городской военно-патриотический марафон «Военная книга на улице города», посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Реализация данного проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Программа марафона была очень насыщенной. В читальном зале Центральной модельной библиотеки работала зона кинозал. На большом экране в режиме нон-стоп демонстрировались фильмы военной тематики, снятые по книгам, посвященным Великой Отечественной войне. «А зори здесь тихие», «Горячий снег», «Два бойца», «Девочка ищет отца», «Летят журавли», «Они сражались за Родину». На абонементе библиотеки работала зона «Книжный развал», где участники марафона могли познакомиться с великим разнообразием книг о войне, освежить в памяти события тех времен, взять книги домой и записаться в библиотеку. На площади перед библиотекой каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу и, примерив форму военных лет, сделать фото на память в фотозоне. Рядом с фотозоной гостей встречала витрина с военными экспонатами поискового отряда «Булгар». Вниманию читателей на площади были представлены новинки военной литературы, приобретенные на средства гранта. На сцене активисты могли принять участие в акции «Открытый микрофон». Для этого необходимо было прочитать стихи о войне, отрывки из любимых книг, письма с фронта или поделиться своими воспоминаниями и получить за это приз. Информационные стойки знакомили гостей с программой марафона, 20 популярных книг о Великой Отечественной войне, экранизация этих фильмов. Особую популярность приобрела инсталляция «Березка», на которой были представлены фронтовые письма. Только из них можно узнать, о чем писали люди, которым завтра в бой. Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, уже немыслима без использования новых информационных технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к необходимой им краеведческой информации. Информационные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. В Центральной модельной библиотеке создан краеведческий электронный ресурс «Край Спасский, Родина моя». Срок реализации ресурса 2021 год, 2025 и краеведческая программа с одноименным названием. Ресурс находится в стадии реализации и имеет неприходящую ценность и значимость, и поэтому будет представлять собой наследие, которое следует сохранять для современников будущих потомков. Созданы рубрики «Мы и о нас», в которые вошли статьи, написанные о библиотеках системы и сотрудниками библиотек. В 2022 году были подготовлены скан-копии публикаций из районных газет и других печатных источников 1977 года. Литературная карта Спасского района представляет собой географическую карту и информацию о местных писателях и поэтах, включая фото, биографические и библиографические данные. Наши знаменитые земляки. Здесь будет создана информация о выдающихся людях города и района, земляках. Улицы нашего города, электронные путеводители. Краеведческий материал в периодических изданиях – это электронные тематические базы данных. Фотоматериалы – это электронные фотоколлекции. В рубрике «Филиалы» будут созданы подрубрики «Этнографические уголки», «Краеведческие клубы», «Мероприятия по краеведению». В рубрике «Библиография о Спасском районе» будет представлен перечень книг по краеведению, а также фонд редких книг с краеведческими изданиями. Работа над краеведческим электронным ресурсом очень объемная, требует много сил, времени, поисковой деятельности по сбору и оцифровке краеведческого материала и будет продолжена до 2025 года. В планах у библиотеки написать заявку на грант под оборудование для оцифровки книжного фонда, пока хотя бы только краеведческой тематики. Обновленному учреждению теперь есть чем привлечь читателей, интересные книги, современное библиотечное пространство и, конечно, новое современное оборудование, система виртуальной реальности, планетарий, интерактивный киоск и многое другое. В библиотеке появились новые читатели, в том числе и дети до 14 лет, которые с большим интересом приходят в библиотеку. Благодаря национальному проекту «Культура» все сотрудники библиотеки прошли обучение в ведущих вузах страны и с интересом осваивают новое оборудование, разрабатывают большое количество интересных, креативных мероприятий. Статус библиотеки после модернизации однозначно повысился. Нам всем очень приятно работать в отремонтированном, комфортном помещении. Наши читатели с удовольствием и интересом посещают нас. Спасибо за внимание.
реализация проекта «Гений места» в рамках национального проекта «Культура Республики Татарстан» в 2022 году. Остановимся на точках концентрации талантов «Гений места» в общедоступной библиотеке Республики Татарстан в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году. «Гений места» — это, конечно же, проект, который первоначально заявлен как проект для модельной библиотеки. Поэтому, не сказав про модельную библиотеку, мы не можем перейти сразу к этому проекту без предварительной показа того, что на данный момент мы имеем. На сегодняшний момент у нас 11 библиотек, модернизированных по национальному проекту «Культура». Это федеральный проект, вы знаете. И также это связано с программами и с теми указами президента Российской Федерации от 18 и обновленного от 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации на период до 30 года. То есть национальный проект «Культура» продлен до 30 года, и мы все имеем большую возможность участвовать дальше с нашими библиотеками в этом проекте по модернизации и созданию модельных муниципальных библиотек. Конечно, созданы и проектный офис в Российской государственной библиотеке с методическим обеспечением процесса. Проектный офис находится и в Юношеской библиотеке, Республиканской Юношеской библиотеке. И непосредственно вместе мы проводим работу на Юношеской библиотеке Республиканская, научно-технический отдел в целом эту работу ведет по созданию и модернизации муниципальной библиотеки. На данный момент у нас 4 центральных и 7 сельских библиотек, то есть малых. Все их количество вы знаете прекрасно. В период, что можно сказать, что в период с 2019 по 2022 год фонды 11 модельных библиотек пополнились новыми экземплярами документов. И наибольший объем поступлений в размере 6851 экземпляр был отмечен в 2019 году. В этом году у нас создались 2 новые модельные библиотеки. Это в Кукмаре и в Зеленодольском районе. Это Асан-Юлга, сельская библиотека, и представители этих библиотек здесь есть, вы познакомились с ними. И самый наибольший объем пополнения фондов, опять же, в объеме 21 145 экземпляров новых книг, был закуплен на 2022 году, когда модернизации подвиглись еще 5 модельных муниципальных библиотек. Это 3 центральные и 2 малые. Конечно же, можно сказать, что в целом объем поступления в фонды модельных библиотек по сравнению с 2019 годом в целом во всех библиотеках увеличился в 7 раз. Это очень заметно, зайдя в библиотеку, и это чувствуется, наверное, все библиотекари, сотрудники, которые обрабатывали всю литературу, и, конечно же, читатели, которые это все увидели в дальнейшем. Это очень показательно, о чем мы говорили вот все библиотеки, которые прошли реализацию. Но, конечно же, у нас есть и второй пункт этого вопроса о том, что согласно предоставленным данным, в 2022 году только в Центральной библиотеке Спасской ЦБС из 11 модернизированных за весь период реализации проекта исполняется гарантийное обязательство по пополнению библиотечного фонда в муниципальном районе. Поэтому остальные модельные библиотеки гарантийное обязательство муниципального района по письму, заявленному в заявке, выполняется не в полном объеме. Вы, конечно, знаете, это, конечно, наш риск того, что мы не сможем после модернизации дополнительно обеспечить пополнение фондов. Об этом тоже нужно знать нашим исполкомам в дальнейшем, что работа все-таки она не должна прекратиться на том, что только пополнились новыми фондами, фонды должны выполняться, а то мы остановимся на одном и том же месте. То есть это обязательно. Соответственно, идет модернизация и материально-технической базы библиотек. И по итогам вот с 2019 по 2022 годы, конечно же, мы видим, что на данный момент у нас модернизуются еще 3 библиотеки. Это Центральная детская библиотека в Набережных Челнах. Модернизируется
библиотека в Тетюшском муниципальном районе и Нижнекамске, Шереметьевская. Да. И уже объем говорился, что это 95 миллионов рублей, которые будут выделены на модернизацию этих 14 библиотек, которые уже модернизировались и в дальнейшем еще впредь будут модернизироваться, выйдут на финишную прямую к октябрю месяцу. И у нас получается, если просмотреть их сметы и целый объем средств, который потрачен на модернизацию библиотек, то есть пространство библиотеки, техническое оснащение, это где-то от 53 до 73% от общей суммы малой библиотеки, то есть это 5 миллионов, вы знаете, и 55% и 85 до 82% от общей суммы центральной библиотеки. Они получают, как вы знаете, 10 миллионов субсидию федеральную. Это в среднем получается у нас на модернизацию, то есть библиотечного оборудования и техническое оснащение у нас пошло от 2,5 миллиона в 2019 году до 8 миллионов рублей. Вот представьте ту сумму, которую мы вложили в библиотеку. Ну, просто по сумме. Да? И что мы, технические средства, которые здесь вот говорят, все библиотеки, это очень радостно, очень заметно, очень все позитивно. И мы очень рады, что наши читатели, наши библиотеки так преображаются, так много в этих библиотеках интересного, что рост посещаемости, конечно же, связан с тем, что в библиотеку должны прийти новые читатели, и, конечно же, процент должен роста посещаемости быть, конечно же, увеличен в связи с тем, что столько средств, столько усилий вложено в эти библиотеки. И если мы просмотрим, конечно же, это в среднем с 2019 по 2022 год в 11 библиотеках, которые открылись, да, посещаемость у нас в среднем я брала, на 1,5 раза точно она увеличилась. Можно сказать, выделить несколько библиотек. Это те библиотеки, которые модернизировались в 2019 году. Это Белобезводинская сельская библиотека и Осадно-Миглинская. У них, если взять по первому кварталу, в сравнении с 2019 годом, да, у них до модернизации, это был, значит, 2018 год, то у них, получается, посещаемость выросла в 3 раза. В среднем, я уже сказала, в центральной, вот, о новых библиотеках, которые у нас вошли с 2022 года в наш, влились в модельный ряд, это Центральная детская библиотека Армейского муниципального района, детская. Посещаемость в первом квартале по сравнению с показателем до модернизации 2021 года у них увеличилась 1,7 раза. В связи с наличием, опять же, есть у нас такой объективный фактор. В первом квартале в Центральной библиотеке Каменского муниципального района по сравнению с показателем посещаемости до модернизации рост посещаемости пока не прослеживается. В остальных библиотеках рост есть, но небольшой. И это, возможно, вот как раз с этими факторами связано, но мы в конце года будем прослеживать эту, конечно же, по статистике посещаемость отдельных библиотек. Прошу вести, конечно же, отдельно, потому что отчет будет вести в течение года. Вот мы вкратце как бы поняли, что мы имеем на данный момент, и перейдем, конечно же, быстро к нашему гению места. Проект реализуем в рамках инициативы федерального проекта Министерства культуры Российской Федерации, придуманного в России с целью создания и формирования современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создания новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранения культурного наследия и уникальных особенностей территории России. И, конечно же, методическим центром проекта является Российская государственная библиотека. В 2023 году Министерство культуры Российской Федерации продолжило реализацию проекта «Постоянная точка концентрации талантов. Гений места» на базе библиотек. У нас на данный момент значит, цели проекта, конечно же, гений места — это формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территории России.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда тоже отмечает, что 290 библиотек из 74 регионов нашей страны вошли в этот проект и успешно в нем реализовано уже 14 креативных направлениях они. Это и дизайн, и маркетинг, и искусство, и компьютерная графика, и образование. И, как утверждает он, мы видим, что этот проект очень востребован в местах. Расширена география, конечно же, этого проекта. Среди новых участников и есть и городские, и сельские, детские, юношеские, общедоступные. Конечно же, вот с 2022 года в этом проекте могут участвовать все библиотеки, независимо от того, являются они модельными или не являются. Так что приглашаю всех участвовать в этом проекте «Гений места». И, значит, все данные по этому проекту, все положения, все основные его моменты расположены у нас на сайте Новой библиотеки РФ, где можно познакомиться, конечно же, со всеми документами, положением, анкетой, концепцией конкурсов. Вытекая как бы из этого же конкурса «Гений места», мы, Российская государственная библиотека, запускает новый проект. Он в прошлом году стартовал, многие в нем участвовали, но, как уже говорила представитель Центральной библиотеки Спасского муниципального района, что не всегда получается как бы быть финалистами этого проекта. Это «Гений, это ты». Прием заявок уже стартовал 8 июня этого года. И 100 победителей среди совершеннолетних посетителей и представителей библиотек, участников проекта «Гений места», получат возможность на безвозмездную основу пройти обучение на базе творческой лаборатории по одной из 4 образовательных программ в сфере креативных индустрий. Здесь пока этот проект участвует в рамках «Гения места», конечно же. Поэтому сначала как бы мы должны поучаствовать в «Гении места», а потом уже наши посетители и участники наших библиотек, которые вошли в проект «Гений места», могут уже участвовать в «Гений это ты». Здесь получается, что представители, читатели сами могут поучаствовать и на безвозмездной основе получать образование, обучиться на базе творческих лабораторий по одной из определенных образовательных программ. Все тоже, значит, положения, анкета участницы, письмо мотивационное, творческие задания, видеопрезентация, все эти документы есть, конечно, на сайте Новой библиотеки РФ. Нужно просто посмотреть, зайти и найти конкурс «Гений это ты». Далее один из проектов, который тоже у нас идет в ногу с «Гением места», это «Золотая полка». Конкурс, который проводится при поддержке тоже Министерства культуры Российской Федерации. Организаторами конкурса являются Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российская государственная библиотека детская, при поддержке секции формирования библиотечных фондов и секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации. И к участию в этом конкурсе приглашаются модельные муниципальные библиотеки нового поколения, победители конкурсного отбора модельных муниципальных библиотек в 2022 году. То есть те библиотеки у нас, которые в прошлом году открылись, они в этом году должны все обязательно участвовать в этом конкурсе. Конкурс уже, прием заявок открылся с 15 июня по 15 сентября. У нас тоже участвовали библиотеки тоже, но пока до финала не доходили. Здесь очень интересная цель конкурса инициировать активную работу по формированию фондов модельных муниципальных библиотек, направлена на повышение качества комплектования. Также выявить лучшие практики по формированию фондов модельных муниципальных библиотек. Здесь, конечно же, есть и свои преимущества в том, что финалисты получают книжные призы и какие-то поощрения от своих инициаторов и поддержку от Министерства культуры Российской Федерации и организаторов конкурса. Все это вы найдете на сайте Новой библиотеки РФ в разделе «Документы».
там можно познакомиться конкретно по положению, заполнению анкет и, соответственно, участию в этих конкурсах. Золотая полка, она идет также при поддержке Российской национальной библиотеки, поэтому большая часть по конкурсу «Золотая полка» идет инициатором от Российской национальной библиотеки по секции по формированию фонда. Как уже говорили, что Республика Татарстан является активным участником проекта «Гений места», и в этом проекте у нас участвуют 4 библиотеки из 4 муниципальных районов. Это в Зеленодольском, Кукмарском, Арском, Спасском районе модельной библиотеки. И в этом году, в 2023 году, прошла конкурсный отбор и присоединилась к проекту библиотека филиал номер 13 централизованной библиотечной системы города Казани. Основными направлениями креативных индустрий, которые развивают библиотеки и участники проекта «Гений места» Республики Татарстан стали, конечно же, это искусство, образование, маркетинг, социально-культурное проектирование, дизайн, IT, компьютерная графика, телевидение. И количество посетителей площадок библиотек вместе с посетителями ее мероприятий всех библиотек участников проекта в 2022 году составило 1428 человек. Это из 4 библиотек. И фонд библиотек участник количество книг и периодических изданий направлений по направлению креативных индустрий составил 21 061 экземпляр. На базе 4 точек концентрации талантов в республике в 2022 году было создано 18 продуктов и проектов по направлению креативных индустрий. Я, наверное, не буду останавливаться на конкретно проектах Зеленодольской централизованной библиотечной системы, потому что я вижу представителей здесь, они расскажут о себе сами. Вот это один из участников «Гений места». Также далее у нас идет проект, что-то будете? Я о вас расскажу. Хорошо. В Вассан-Ергинской сельской... Хорошо. Я только по названию. Хорошо. Значит, в Вассан-Ергинской сельской модельной библиотеке Кукмарской ЦБС заявлен проект знакомства с интересными людьми своего края, знай своих. В рамках проекта организуется встреча с земляками, и встреча очень памятная оказалась доктором физико-математических наук, профессором ГУ, лауреатом премии Ломоносова, Иджатом Сабитовым. Там же участвовали и другие представители, земляки этого Кукмарского района. Далее хочу остановиться на также одном из участников. Это Новокырлайская сельская модельная библиотека Арской ЦБС. У них прошел фольклорный праздник Шаль-Ялова и Нимдя. Такой проект был организован и ранее, но акцент был взят о том, что именно местными жителями вяжутся эти оренбургские платки, и получился мастер-класс. Вязальщицы поделились опытом своего мастерства с молодежью, детьми, показали все инструменты и орнаменты, также была подготовлена выставка. Также прошел интересно очень душа стремится к красоте, библиотека творческих работ, посвященной 125-летию рождения художника Бакира Манчи, посвященный, созданный учителем технологий Иваном Султановым. Спас уже представил свои работы, и у них там тоже интересный проект был. Единственное, что с молодежью, студия фототуризма «Я на Спасской земле» создана учащейся 11 класса Ангелины Выборновой. И также проект «Частный пляж» тоже созданный и придуман учащейся 10 класса. Я считаю, что молодежный проект к нам ближе. Зона отдыха на побережье Волги и в родном Болгарии. Значит, у нас получается Казань. Расскажем о Казани.
Библиотека Сандовач, конечно, все знают, кто был в Казани, может, и не знают. А у нее обслуживается микрорайон Горки 1, Горки 2, Азина. Это обычная библиотека, естественно. И в 2006 году здесь открылась литературная экспозиционная локация, посвященная Гульшат Зайнашевой. По эту песенку все знаете, что лауреат государственной премии Тукаева. И библиотека позиционирует свою деятельность именно связанную с этим поэтом-песенником, где имеется комната мемориальная этого Гульшат Зайнашевой, проводятся творческие мероприятия, и весь проект по участию в гении места, конечно, был основан на выбранном направлении креативных индустрий. Это искусство и образование. Специалисты библиотеки представлен проект Зайнашев Фест, искусство быть наука, и первый в Казани фестиваль, посвященный осмыслению творчества Гульшат Зайнашевой. И в 2023 году как раз исполнился юбилей 95 лет, и прошел фестиваль «Искусство быть наукой». Это научное искусствоведчество лекторий с участием преподавателей и студентов Казанского государственного института культуры, библиотечного сообщества, творческой интеллигенции. И в этом фестивале, конечно, прошли лектории, раскрывшие творчество Гульшат Зайнашевой для зрителей и слушателей, тематические экскурсии с молодыми учеными, специалистами и общественностью города. Второй проект, который тоже как бы плавно вытекает, тоже очень интересный. Тема фестиваля «Стихия». Ко Всемирному дню поэзии в программу фестиваля вошли мастерская поэзия с неиссякаемой строфой. Это, то есть, был свободный микрофон в памяти Гульшат Зайнашевой. И благодаря мастерской поэзии все талантливые и активные участники получили шанс открыть свой поэзис, в дальнейшем публиковать свои произведения на бумажных и электронных носителях, литературный журнал, который сотрудничает с Казанской литературной кафе «Калитка». И, конечно же, что хочет сказать в конце, локальная идентичность региона основывается на конкретных личностях, памятниках или событиях, которые относятся не только к истории республики, но также имеют значительный вес к историко-культурному наследию нашей страны. Важная роль формирования локальной идентичности отведена и библиотекам, как главному хранителю культурно-символических ресурсов. И, конечно же, благодаря проекту «Гений места» библиотеки республики становятся центровой концентрацией талантов, улучшающими жизнь в регионе. Книги, технологии, творчество и внимание к традициям, профессионализм и любовь к читателю дают возможность библиотекам достигать ярких результатов реализации проекта «Гений места» Республики Татарстан. Конечно же, очень много сложностей возникало при первоначальном вхождении в проект у всех, потому что, хотя прошли ряд вебинаров, прошли возможности обучения, и вебинары были заявлены онлайн, все равно прийти к пониманию того процесса, как все это проводить, как все сделать, как отчитываться, и что является даже тем интеллектуальным продуктом, очень тяжело, потому что библиотека все-таки она ничего не производит у нас фактически, она все-таки духовно обогащает людей. Поэтому при создании именно точек концентрации в наших библиотеках возникали сложности и понимание того, что же нам делать, как нам наше мероприятие, как запланировать нашу работу там, в этом проекте, чтобы можно было показать всю идентичность нашего региона, нашего села так, чтобы было это интересно и показательно для всей России. Поэтому я думаю, что с этой задачей справились. И в дальнейшем желаю всем участникам больших успехов и жду снова заявки, которые мы все-таки, может, и выберем в данном конкурсе. Спасибо. Буквально по 2 минуты дадим нашим модельным библиотекам, которые готовились, да, насколько я знаю, Месяц, Кубаева, Василима, Елабуга. Приглашаем вас. Я буду вообще. Я сказала, забыла, можно слушать.
презентация нужна именно. Потому что говорить о том, что у нас что-то поменялось, и не смотреть, это лучше не говорить вообще. Я просто сразу хочу сказать, что не глядя в этот текст, я не буду перечислять количество мероприятий, названий мероприятий, вообще не буду говорить о тех клубах, которые у нас созданы. Я просто хотела вам наглядно показать, что было и что есть. И поблагодарить вообще вот офис наш, и Министерство культуры, и Национальную юношескую, и Ралю Талгатовну прям вообще не кланяюсь, которая с нами работала вообще там. Я не знаю, как она нас выдерживала, и вообще это столько сил. Библиотека Аксубаева у нас, мы вообще, я вам хочу сказать, что просто за всю свою работу и за последние годы мы где-то порядка 8 миллионов вообще по проектам. То есть всего выиграли. Просто листайте, Лен. Это библиотека, наша библиотечная территория. У нас еще огромная территория рядом, которая тоже параллельно сделаны. Есть, ну, видите, то есть структура обычная, как у всех, ничего не меняется. Библиотека приспособлена помещение. Вот это то, что было, все было загружено. Обычные стеллажи, обычные столы, да, то есть самая обычная мебель. Пространства было очень мало, было тесно невозможно. Негде было, хотя у нас просто безумное количество ходит детей и пользователей. У нас очень популярная библиотека, нас поддерживает. Это все, что было. Это семейный отдел у нас есть. И вот нового поколения. То есть мы просто расширили пространство за счет того, что мы максимально подняли все стеллажи до потолка. У нас потолки высокие. И разделили их на зоны. Это не так быстро. Прям вот буквально, что хочу сказать, это вот молодежная зона. То есть здесь у нас 3D принтер, который мы безумно пользуется спросом. Мы печатаем на 3D принтере сейчас, допустим, и закладки для книг, и вот эти вот наши уже Пушкин у нас, и Гоголь, то есть это моделируем. У нас целый молодежь, ребята ходят с удовольствием. Это у нас зона, где обслуживание взрослого населения, очень много мероприятий проходит постоянно. То есть это вот понимаете, то, что было заброшено, мы все максимально открыли. Я вам не буду рассказывать всего, просто листайте, чтобы не задерживать действительно. Дальше. Поменяли мебель, то есть мягкую мебель. Ну, как и на 3 миллиона, да, то есть миллион был на книги, миллион был на мебель, и миллион был на технику. Вот ресепшн, это детская зона обслуживания, где они, коридор у нас большой, который мы стараемся тоже как-то использовать. Очень любят у нас этот коридор дети. Вот этот китапарк, у нас есть семейная библиотека, которую еще параллельно мы выиграли по Татарстан Новый век, еще проект на 500 тысяч. И у нас там мастерская семейного театра. У нас у меня есть специалист с режиссерским образованием. То есть это дети из приемных семей. Каждое воскресенье у нас идет работа с ними. Дальше. И вот это подиум, который мы сделали, параллельно там в подиуме у нас это используется, так как места мало, у нас используется как просто сундуки, в которых хранятся и костюмы, и реквизиты, и настольные игры, и стол. И вот это детская часть. То есть, ну, в общем-то, вот примерно так сейчас выглядит библиотека, в которую безумно любят ходить вообще наши пользователи. Мы проводим большой очень фестиваль экологический. Приезжайте к нам в гости. К нам кто только не приезжает. Вот рядом библиотечная территория парк-сквера имени Гуляева, который мы, собственно говоря, сами тоже смотрим за ним, ухаживаем. Я думаю, за каждым из вами тоже закреплены территории, на которых вы садитесь, сеете, полите. То есть, в общем-то, наша задача вот пропагандировать книгу в любом виде. Эта площадка у нас используется еще плюс, как и вот сейчас с летними лагерями мы работаем. Дальше вот открытие как раз 16-го было у нас большое, мы совместили это с нашим экологическим фестивалем. Здесь вот как раз перемоделированием занимаются. Очень много у нас партнеров, со всеми заключены договора с образовательными учреждениями, с социальными учреждениями. И в тандеме работаем, это здорово помогает, это упрощает вообще задачу. Дальше, вот просто дальше. У нас много бывает интересных людей. Это у нас и сумерки, и чего только, ну как у всех.
У нас площадь очень маленькая, всего 500 квадратов, это с коридором, то есть это не детская. Нет, это нам не хватает, понимаете, я не знаю, как вам, но нам не хватает. Я вот сегодня позавидовала, что здесь много естественно, гораздо больше. Вот молодежное антикафе у нас есть, которое очень, ну, Лен, быстрее. В общем-то, это вот детская зона. Дальше что еще? Вот чисто все поменяли. Что-то осталось из того, что нам давали по программе, как и у всех. Вот я смотрю эти паровозики там, да. Все это мы аккуратненько вписали в интерьер. Вот стол песочный у нас тоже есть интересный. И вот эта лаборатория. А это, кстати, вот стоп, у нас недавно посетила, у нас буквально накануне приезжала Инга Петровна Оболдина, это накануне нашего, ну вы ее знаете, известная актриса, да, Балабов, все смотрят ее сериалы, мы с ней дружим очень, вот она и нас посетила. Так что у нас много интересных людей, много классных. Кстати, библиотека очень понравилась, сказала, вы крутые. Спасибо за внимание. Нет, мы находимся в торца РДК, то есть на первом этаже. Софинансирование мы, кстати, по Пушкинской карте вот вместе делали. Я хочу сказать, что мы заработали в прошлом году по Пушкинской карте больше 700 тысяч. И все, что мы покупали и вот совместно к этому проекту, то есть освещение, косметический ремонт, занавеси, то есть это мы за собственные средства. Нам бюджет вообще тоже денежки не или тресс подписали на собственные средства. Кому-то, если надо, приезжайте к нам в гости. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас. Показать вам модельную библиотеку Центральной библиотеки города Альметьевск. Ну, как предыдущий выступающий говорил, библиотека была обычной библиотекой, открылась в 1991 году. И уже за эти годы она довольно-таки обветшала. Благодаря муниципальному финансированию в 2020 году в библиотеке был проведен капитальный ремонт, и благодаря полученным грантам ПАО «Татнефть» нам удалось благоустроить прилегающую территорию библиотеки и создать доступную среду. Еще одним успехом было то, что в 2021 году мы в рамках национального проекта «Цифровая культура» открыли виртуальный концертный зал, где посетители с помощью современных цифровых технологий могут удаленно присутствовать на филармонических концертах. В зале будут установлены современное мультимедийное звуковое и видеооборудование для трансляции концертов и программ. Ну и в 2021 году сотрудниками библиотеки был разработан проект модернизации и преобразования Центральной детской библиотеки в модельное общественное пространство и подана заявка. И к великой нашей радости мы стали победителями национального проекта «Культура». Была, конечно, проделана огромная работа. И 3 ноября 2022 года состоялось торжественное открытие концептуально нового учреждения культуры современной модельной библиотеки Центральной детской библиотеки имени Тукая. И хочется сказать, что несмотря на то, что библиотека открылась и прошло всего только полгода, вот все-таки у нас есть повысилась посещаемость, повысилось число читателей. Ну и, конечно, кардинально изменилась наша библиотека в результате внутреннего зонирования. На 2 этажах разместились новые обновленные локации. Это зона выдачи книг, литературная кофейня, полиграфическая мастерская, детская зона, коворкинг-зона, зона комфортного чтения, арт-зона, то есть выставочная зона и кулинарная мастерская. При входе в библиотеку наших читателей встречает зона выдачи книг. То есть любой наш милый читатель может без помощи библиотекаря получить нужную книгу и записать ее. Изюминкой еще нашей библиотеки является литературное кафе. Здесь люди с удовольствием встречаются за чашкой кофе, обсуждают, а родители ждут своих детей, пока они выбирают книги.
Современное технологичное оборудование представлено и в нашей полиграфической мастерской. Здесь с помощью 3D-принтера, плоттера, цветного принтера создаются творческие шедевры. Новая техника библиотеки позволила модернизировать методику проведения мероприятий и расширить ассортимент предоставляемых библиотекой услуг. С помощью широкоформатного принтера изготавливаются афиши, буклеты, открытки. С помощью 3D-сканера и принтера можно напечатать пластиковые модели для творческих мастер-классов. На терморежущем станке мы производим заготовки из пенопласта, и такие фигурки отлично подходят для декорирования. А с помощью лазерного гравировочного станка можно нанести рисунки, надписи или узоры на деревянных поверхностях. И благодаря этому приобретенному оборудованию мы смогли разнообразить тематику детских мероприятий, мастер-классов, а также городских мероприятий. На городских мероприятиях предоставляем сувенирную продукцию. Ну и, как я уже сказала, у нас в библиотеке была создана доступная среда. Здесь расположено 6 автоматизированных рабочих мест, 4 оснащены ноутбуками и специальными компьютерами для детей с ОВЗ. На рабочих столах компьютеров посетителям предложено несколько образовательных платформ для обучения. Это Чудо-Юдо, Чевостики, Айкюша, ну и так далее. Компьютеры для детей с ОВЗ оснащены, можно вернуть, да, оснащены клавиатурами с большими кнопками, программно-техническими комплексами, необходимыми для использования людьми, прежде всего с ДЦП и слабовидящим и слабослышащим. Ну и одна из еще таких любимых локаций наших юных читателей – это, конечно же, кулинарная мастерская. Здесь проводятся вкусные мастер-классы по созданию кексов, росписи пряников, выпечки, печенья. При библиотеке успешно функционирует несколько клубов. Это клуб «Семья», мы не будем о нем, наверное, много рассказывать, всем, наверное, понятно, да. Совместно также с Альметьевским филиалом Союза мастеров и ремесленников ведется арт-проект «Город мастеров», где проводятся мастер-классы по прикладному искусству. Ну и, конечно, кулинарная студия. Это «Вкусные истории». В рамках проекта проходят интерактивные занятия, где участники готовят любимые лакомства по рецептам из детских книг, сказок, знакомятся с кулинарными секретами различных изысканных блюд. Вот. И в начале года было проведено несколько уроков, посвященных актуальному направлению на сегодняшний день. Это блогерство. У нас вот девушка работает блогер. Занятия оказались настолько интересными и популярными, что развились полноценный летний проект Bible House уроки юного видеоблогера. Занятия в клубе проходят в формате мастер-классов и творческих заданий. Ребята учатся интересно снимать видеоролики, брать интервью, создавать буктрейлеры. В рамках программы запланированы встречи с городскими лидерами, мнения людей, которые участвуют в жизни города и ведут активную деятельность. Ну и подводя итоги своего выступления, я хочу сказать, что библиотека очень много дала нашей Центральной детской библиотеке. На сегодняшний день это стало излюбленным местом наших детей, нашего города. Тут сюда приходят целыми семьями, и дети, если придут утром, иногда даже уходят, с трудом могут уйти вечером. Даже родители им приносят еду сюда, что-то перекусить. То есть уходить отсюда они не хотят. Вот. И в заключение я хочу выразить большую благодарность всем нашим руководителям, это проектному офису, Национальной библиотеке, Юношеской библиотеке, Министерству культуры, все, кто помог нам добиться такого успеха, и чтобы наша библиотека преобразовалась и стала настоящим классным местом для всех детей нашего города. Уважаемые коллеги, мы сегодня приехали с видеороликом небольшим о нашей краеведческой деятельности. Прошу вас просмотреть и несколько слов далее.
мы живем в лесу, в заповеднике. Здесь нет развлекательных центров, кинотеатров и концертных залов, но у нас есть библиотека. Так начинается один из фильмов детской телестудии о нашей библиотеке. Лучше и не скажешь. За 3 года работы мы стали центром притяжения для молодежи населенных пунктов в радиусе более 30 километров. В своей работе мы стараемся выйти за пределы абонемента и читального зала. Вот, например, книжно-краеведческий квест. 5 километров на маршруте, 8 участников и 8 книг, в которых упоминаются наши места. Цель каждого этапа – найти книгу, в ней подсказку и двигаться далее, собирая библиотечку о родном крае. Визитной карточкой нашей библиотеки стала телестудия «Твое ТВ». Десятки репортажей о жизни села и района, заметки и сюжеты на темы близкие молодежи, помимо интернет-ресурсов, выходят в эфир районного телеканала и на страницах местных газет. Уровень работы наших ребят достаточно высок. Вот, например, они берут интервью у замминистра культуры Татарстана. Еще одно традиционное мероприятие к дню рождения Мурсет Джамиля. Ежегодно 15 февраля мы проводим турнир дипломатов в памяти поэта-героя. Мы не согласны с мнением, что молодежь не любит и не знает национальных авторов. Более того, половина участников конкурса – юноши. В том числе наши постоянные партнеры – воспитанники СУВУ, закрытого исправительного учреждения для несовершеннолетних. Это вечер поэзии при свечах. Уютная атмосфера, любимые стихи и перезвон гитарных струн. В наше динамичное время очень важно иметь местечко, где можно посидеть в тихой компании. А вот здесь можно и пошуметь. Семейный клуб «Солнечный круг» объединил молодых родителей в возрасте 25-30 лет. Ну куда им пойти с малышом и поседать? К нам, конечно. Квест-путешествие по библиотеке в поисках таинственных конвертов позволяет познакомиться с новыми настольными играми и книжками, а найденные буквы сложились в доброе послание. Такие творческие встречи молодые родители любят не меньше, чем их малыши. А еще детские праздники, образовательные мероприятия и дружеские чаепития. Так, рядом со взрослыми подрастает новое поколение читателей. Все библиотеки занимаются краеведением, но мы решили не ограничиваться изучением родного края по книгам и газетным вырезкам. Наш краеведческий клуб отправляется в настоящие экспедиции по раильскому поселению. Разработаны 4 маршрута – историческая тропа, заповедная, тропа творчества и тропа добра. Проект «Раильской тропы» вместе со мной стал победителем 3 крупнейших всероссийских конкурсов. Это слет активистов и партнеров нашего проекта. Среди участников начальник районного отдела культуры, глава поселения, депутаты, руководители образовательных учреждений и предприниматели. На средства гранта за этот проект была организована лесная мастерская, которая стала частью тропы творчества. Через наши маршруты, мастер-классы, экологические акции и творческие конкурсы только за год прошли около 1000 человек. Не только наши читатели, но и участники из 4 ближайших республик. Нашу библиотеку посетила съемочная группа президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Ее фильм рассказывает о наших краеведческих маршрутах. Юный редактор «Твое ТВ» и наша библиотека стали участниками Всероссийского форума «Моя страна, моя Россия». Именно там прошла очная защита нашего нового проекта по экотуризму. Он стал победителем в номинации «Моя гордость, моя малая родина». Также Марина Анатольевна по приглашению Общественной палаты Российской Федерации выступила на круглом столе «Партнерство во имя заповедной природы». Уже дважды наши воспитанники-краеведы представляли Татарстан на международных экологических форумах, а ролик нашей детской телестудии был показан в 160 странах мира в ходе онлайн-конференции «Зеленая планета».
библиотека является участником всероссийского проекта «Гений места», в рамках которого мы продолжаем развитие креативных индустрий на нашей территории. Медиа-интенсив с мастер-классом руководителя молодежного медиа-центра, приехавшего из города Зеленодольск, посетили 25 человек из 4 сельских населенных пунктов. Они смогли познакомиться с работой сценариста, журналиста, видеооператора, инженера монтажа и звукорежиссера. 5 команд за 3 часа интенсива создали видеоролики на злободневные темы. Когда и кто отмечает Саварни? Кого угощают на татарском празднике Карга-Баткасы? На каком инструменте играют молитвы в день Ага-Вайрам? Счет идет на секунды. Представители 4 национальностей живут в нашем селе, и мы должны знать традиции своих соседей. Конечно, не только из интернета. Проверить ответы помогут интервью с местными жителями. А теперь собираемся на праздник. Даже парни с азартом наряжают бумажных кукол. Не перепутай рубахи, проверь орнамент. Вспомни, у кого сапожки, а кому лапти, колфак или картуз. В каждом подворье свое поверье, в каждом посаде в своем наряде. Не зря называется наша интерактивная программа. Творчество стало еще одним направлением, позволяющим нам стать не только участниками, но и инициаторами республиканских проектов. Конкурс «Край чудес Раевский лес» 2-й год подряд привлекает в нашу библиотеку юных и взрослых художников не только Татарстана, но и соседних Чувашии и Башкортостана. Лучшие работы прошлогоднего сезона вошли в краеведческий сборник «Чудеса Зеленой долины» и одноименный мультимедийный квест. В этом году участниками конкурса стали более 200 человек. 80 гостей приехали на церемонию награждения. Цель проекта – изучение и прославление родного края посредством творчества. Партнерами проекта являются Волжско-Камский заповедник, Раивский монастырь, исполком Раивского сельского поселения. Книги и компьютеры, краеведение и телевидение, экология и творчество, интерактив и креатив. Дело по душе найдется каждому. Читай, мечтай, люби свой край. Раевский лес, вот, о котором мы сейчас говорили, да, ну, репортаж, сюжет. И, значит, и вот последний у нас проект «Лес для лис». Тоже от культурного наследия в этом году. Вот видите, у нас они в национальных костюмах. Ну, можете потом подойти и посмотреть. И был издан вот этот сборник, да, «Чудеса Зеленой долины». Тоже можете посмотреть, перейти по ссылке и пройти квест. Очень интересно, и детям это очень любознательно. И также вошли здесь работы вот наших учеников, наших читателей. И вот эти книги мы дарим представителям библиотеки. Вам. И вот раскраска, еще раскраска, 90 лет. Благодарственное письмо Кашап Гузили. Мардьяновой СУ Ине Васильевне и коллективу централизованной библиотеки Московского муниципального района Республики Татарстан. У остальных там писем много, мы все будем вручать или можно как-то... Кашап Гузили Мударисовна, заведующий Центральной детской библиотеки, централизованной библиотеки Московского муниципального района Республики Татарстан. Где у нас Зиля, которая... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
наша часть официально закончена. Уважаемые коллеги, мы хотели пригласить дальше. Видимо, да, Сейчас у нас Лампу хотела сказать, забыли, да, Я быстренько. Добрый день еще раз всем. Хочу поблагодарить сегодня за семинар организаторов семинара проектного института библиотеки. Огромное спасибо вам. Центральную библиотеку Муслюмова, потому что вы нам дали возможность не только побывать, но и выступить, нам трибуну предоставить в Елабуге. В Елабуге нету пока модельных библиотек. И как Светлана Римовна сказала, вот я очень внимательный доклад тоже послушала о том, что действительно модельная библиотека, наполнение, да, понятно, но еще есть гарантийное обязательство района, муниципалитета, которое мы должны выполнять. Мы очень медленно Елабуга идем к модельной библиотеке, потому что это и ремонты, конечно, и доступная среда должна быть. Я про федеральный проект, который говорю, национальная выход. Да, проект «Культура». Но у нас есть опыт уже реализации национального проекта. Мы одними из первых в 2019 году, у нас 5 виртуальных концертных залов в республике, которые мы выиграли, вот, в том числе и Елабуга была. 9 на сегодня я знаю, что КЗ работает, и именно национальный проект «Культура» дает действительно увеличить показатели. И Елабуга, виртуальный концертный зал у нас вот за 4,5 года, вот так как в феврале у нас ремонт начался, и мы сейчас не показываем онлайн-трансляцию, у нас самые большие цифры среди 9 районов. У нас 121 трансляция онлайн прошла уже, и 3450 слушателей, которые приняли участие вот в этом национальном проекте. Поэтому, да, моделька, это модельная библиотека, это хорошо, это показатель библиотеки, плюс для муниципального района, конечно, для республики Татарстан. Но хочу сказать, очень было приятно видеть в Мурманске делегацию Республики Татарстан. Буквально на днях прошло в Мурманске форум Российской библиотечной ассоциации, и Национальная библиотека, министр культуры нашей Республики Татарстан, и, конечно же, наша любимая республиканская библиотека на сцене все это видели, и, по-моему, на 2024 год Казань будет библиотечной столицей. Поэтому будем принимать, районы тоже ждем, может быть, что-то будет такое глобальное у нас, в библиотечной сфере какие-то будут движения, то, что столица Казань будет библиотечной. Ну а сейчас позвольте мне вручить небольшие подарки, потому что принимающей стороне и организующей стороне, команде Республиканской юношеской библиотеки для Рафиковна сладкие подарки, это от Елабуги. Спасибо вашей команде. Светлана Римовна увидела, я вам тоже передам. Национальной библиотеке, это вам лично. Ну и Айсулу имени Васильевны Муслюмова тоже подарок такой, тут небольшой, это вам. Ну и цветок тоже. Сказали, какая-то роза, я не знаю, что это. Спасибо большое всем. Спасибо.